Добрый день, уважаемые коллеги. Я практикую лечение женского заболевания более 25 лет. Сегодня тема моего доклада также связана с гинекологическими болезнями. Чем опасна дизменоррhea для женского здоровья с позиции тибетской медицины? Болезнь менструации называется дизменоррhea, то есть это боль при менструации. 85% женщин страдают от дизменоррhea. У 40% со временем проходит без лечения. Это обычно до 25 лет. Но много женщин годами лечится и все равно страдают от боли. Дизменоррhea может стать причиной бесплодия, внематочной беременности. Дизменоррhea может быть связана с опасными заболеваниями. Дизменоррhea кого-то вообще неизлечимые заболевания. И используются сложные методы для лечения дизменоррhea. Обычно врачи решаются хирургическим путем или назначают гормональные препараты или обезболивающие, из-за чего много женщин страдает головной болезнью и так далее. В тибетской медицине написано, что болезни менструации могут быть вызваны непосредственно из-за ниже перечисленных причин. Первая причина – это из-за эндометриоза, второе – из-за миома матки, третье – из-за аденомиоза, четвертая причина – это из-за воспалительных заболеваний органов малого таза, пятое – это стеноз шейки матки. У некоторых женщин из-за маленького открытия шейки матки увеличилось давление в матке, и из-за этого происходит боли при менструации. Шестая причина – это аномальная матка. Существует 8 видов аномальной матки. Первое – это дугообразная матка. Второе – двурогая матка, однорогая матка. Далее двойная матка с двойными влагалищами, так тоже бывает. И двойная матка с одними влагалищами. Потом перегородка матка. И частично перегородчатая матка и детская матка. Вот из-за этих аномальная матка тоже может вызвать боли при менструации. Далее шестая причина – это из-за холодной матки. Седьмая причина – из-за загибной матки. Восьмое – это из-за стресса. Девятое – из-за неправильного питания. Десятое – из-за неправильного образа жизни. 11 – это грех прошлой жизни, порча и так далее. 12 – это последствия операции. 11 – табакокурение и так далее. Вот столько много причин дизменоррhea. Понятно, принимая обезболивающие или гормональные препараты, не можем, только можем вылечить симптомы этого заболевания или облегчить это симптомы этого заболевания. Не может устранить все эти причины заболевания. Видите, тут очень много разных причин. Поэтому в первую очередь надо вылечить конкретную причину этого заболевания. Если из-за аденомиоза, то надо вылечить аденомиоз. Если из-за эндометриоза, то надо в первую очередь вылечить эндометриоз. Это очень важно, иначе никогда не вылечите эту дизменоррhea. Действительно, дизменоррhea – это очень сложное женское заболевание. Дизменоррhea, и она одновременно является признаком периода сложного женского заболевания. Дизменоррhea, подобно как головной боли, причин очень много. Может быть из-за опухоли, поэтому
Древний Тибет считается, что болезнь менструации очень опасна для женского здоровья. Вы знаете, что менструация непосредственно связана с эндокринной системой. Древняя тибетская медицина считает, что женская эндокринная система полностью контролируется меридианом ума. Она начинается с точки между бровями и заканчивается под пупком. Мы знаем, головы находится гипофиз. Гипофиз – это один из главных желез эндокринной системы. Возле пупка находятся те органы, которые связаны, которые выделяются эстрогеном, яичника, надпочечника, печень тоже. Мы видим, тут находятся две чакры. Именно эти две чакры контролируются так тибетско называемый эндокринный сок КК и КМР. Первая чакра, которая находится между бровями, контролируется КК, а вторая, которая под пупком, она контролируется КМР. Тогда что такое КК и КМР? КК это, если буду переводить на русский язык, то получается белый сок или сперма. И вот тибетская медицина пишет, что именно это КК влияет на функционирование молочной железы и так далее. Тогда почему тибетцы пишут, что почему у женского организма находится сперма? Как раз это совпадает с современной наукой. Ученые также пишут, что гормональные вещества простагландины широко распространены в различных тканях и жидкостях организма женщины. Мы знаем природные простагландины получают только из спермы. Кроме этого, могут быть только искусственные простагландины. Именно когда повышается норма простагландина в организме женщины, только тогда матка происходит спазм и дает боли. Именно это и есть дизмнария. Это первое. А второй эндокринный сок КМР означает красный сок, влияет на функционирование матки, яичника, обеспечивает питание плода, регулируется менструальный цикл и так далее. Эстроген секретируется яичником, надпочечником, молочной железой, печени. Если все эти органы соединить по линии, то получается подобная форма, где находится чакры. Тут также совпадаются два теории тибетской и современной науки. Менструация идет непосредственно из матки. Матка по-тибетски называется вно. Если буду переводить на русский язык, то получается мешок для ребенка. Именно в этом мешок, в этом матке находится тибетская так называемая теплая энергия. По-тибетски это метро. Вы знаете, у кого-то холодные руки-ноги, у кого-то теплые руки-ноги. Точно так же бывает холодная матка. Когда холодно, наши органы, мышцы, сосуды начинают сокращаться, и нам становится некомфортно. Когда нарушается функция, эндокринный сок, белый сок, красный сок, который тибетский, или когда нарушается гормональное вещество простагландина, или холодная матка, вызывается сокращение мышц матки, затем возникает боли и воспаление. Еще раз повторяю, возникает боль и воспаление, и даже может вызвать боли, серьезные менструальные спазмы. Люди с сильной болью могут испытывать такие симптомы, как бледность, тошнота, рвота, холодный пот и так далее. Дизменоррhea – это серьезное женское заболевание. Дизменоррhea связана с очень много женскими заболеваниями, и она очень сложно лечится.
Но моя практика показывает, что мы можем полностью вылечить дизентерию без побочного воздействия на организм и без гормональных препаратов. Я создал 9 авторских собственных рецептур для лечения дизентерии. Использую 39 натуральных ингредиентов. Это полезные ягоды, листья, стебли, корни и так далее. Обычно после приема моего авторского сбора боль при менструации сразу исчезает почти 95%. Это очень высокий процент. И одновременно она укрепляет женское здоровье. Я желаю нашим женщинам крепкого здоровья. Спасибо.